Здравствуйте! В эфире программа «Интервью», и я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям фракции ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Май получился продуктивным месяцем для партии ЛДПР. В столицу Башкортостана приезжал лидер объединения. Вообще для партии ЛДПР каждый месяц продуктивный. Мы самая активная партия. Постоянно общаемся с людьми, да. Ну и начать, конечно, я хотел бы, наверное, с поздравления. Хотел поздравить всех причастных с Днем Российской адвокатуры. Впервые в истории современной России этот праздник отмечается как официальный. Поэтому всех поздравляю. Желаю всем благодарных клиентов, выигравших в судах. И, собственно говоря, конечно, крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой вам и вашим близким. И, конечно, поздравить с Днем защиты детей. Партия ЛДПР уделяет огромное внимание нашим детям. Дети – это будущее и образование, и, собственно говоря, здоровье, спорт, массовый детский спорт. Всем этим аспектам партия ЛДПР уделяет особое внимание и на федеральном, и на региональном уровне, в том числе в Республике Башкортостан. Поэтому желаю вам мирного неба, хорошей мирной жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшем. Приходите в партию, мы вас поддержим. Но что касается приезда Леонида Эдуардовича Слуцкого, да, как выразились некоторые СМИ, это был действительно исторический приезд, хотя он приезжает уже и не первый раз в республику. Но этот приезд был связан действительно с проведением масштабнейших, я могу сказать, мероприятий. Очень плотная повестка, такая тяжелая, с учетом того, что несколько задержали самолет. Мы понимаем, что сейчас, к сожалению, мы живем в такое время достаточно сложное, идет специальная военная операция. Мы должны не забывать наших бойцов. Всем привет, всем здоровья, возвращайтесь живыми. Вот. И на 2 часа самолет задержался. Повестка немножко скомкалась, но мы все-таки выдержали, провели эффективно. Началось все с открытия улицы Владимира Вольфовича Жириновского. Долгий путь проделала эта улица. Началось все с того, что, выходя с мероприятия, а мероприятие было у нас в гостинице «Башкортостан», ко мне подошли люди просто и говорят: вот вы же из ЛДПР? Я говорю: да. Нам нужна улица в Уфе Жириновского. Я говорю: ну хорошо, пишите обращение. Они написали обращение, я написал запрос. Вот с этого начался наш долгий путь тернистый к улице. Ну, в итоге он завершился. Вот как раз 21 мая приехал председатель ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий и феерично открыл эту улицу. Улица длиной 800 метров, в красивом очень месте. Собственно говоря, низкоэтажные здания такие. Ну и такой молодой район, красивый, развивающийся. Я думаю, что эта улица будет украшением для Уфы. И, собственно говоря, будет людям приятно по ней гулять и вспоминать Владимира Вольфовича Жириновского, этого великого человека. Но продолжилось все тоже не менее феерично. Мы возложили цветы к памятнику Шеймуратова, прекрасная площадь. Очень понравилось всем нашим однопартийцам. С нами был еще генеральный директор Министерства иностранных дел, бывший губернатор Смоленской области Островский. Он давно не был в Уфе. Ему очень понравилось все. Вот, возложили цветы. Ну и дальше проехали уже в кампус. В кампусе тоже была лекция для школьников. Первый зам руководителя фракции ЛДПР прочитал лекцию для студентов. Все это было параллельно. Все сфотографировали, всем было очень интересно. И дальше наша поездка продолжилась. Уже мы переехали во дворец борьбы. Впервые наши гости, включая председателя ЛДПР Леонида Эдуардовича, были во дворце борьбы. Им очень понравилось. Такого дворца они не видели. Действительно уникальное сооружение спортивное. И не только для борьбы, но и для других видов спорта. Вы знаете, там и бассейн, и волейбол, Динамо. То есть очень всем понравилось. Ну и соревнования были масштабные по просьбе Константина Борисовича, который, кстати, немало вложил сил в то, чтобы большинство вот тех мероприятий, которые проходили в республике в честь Владимира Вольфовича, состоялось, в том числе и те, которые были 21 мая. Вот. Этот турнир был мастерский, всероссийский, 13 субъектов присутствовало там, 500 ребятишек от 12 до 14 лет. И, собственно говоря, конечно,
масштаб Дворца борьбы тоже, то есть внушал такое уважение, ну и личность Владимира Вольфовича Жириновского, конечно. Посетили турнир, открыли его, ну и дальше мы переместились, уже встречались с Ради Фаридовичем Хабировым, да, которому тоже огромное спасибо за встречу, ну и за то, что он дал толчок к созданию оргкомитета по празднованию юбилея Владимира Вольфовича. Ну и всем причастным, конечно, огромное спасибо членам оргкомитета, горожанам, которые поддержали название улицы, депутатам горсовета. Вот, поэтому дальше мы переместились уже в Госсобрание Республики, в Курултай, где проходило торжественное собрание, извините за тавтологию, которое было посвящено как раз памяти Владимира Вольфовича. Очень трогательный фильм, выступление, награждение. Ну, потом общение уже было партийное, с активом, собственно говоря. И этим мы и завершили эту поездку. То есть были еще определенные там желания встреч, но, к сожалению или к счастью, не получилось. И то есть Леонид Эдуардович с командой убыли в Самару. Приглашали меня, но у меня были еще здесь дела, поэтому мне пришлось остаться. Так что партия ЛДПР такой получила здесь толчок, но не только здесь в республике, но и вообще во всей России. Потому что такого рода мероприятия, такого уровня, я, честно говоря, не видел у нас в стране, чтобы проводились. Поэтому я считаю, что Республика Башкортостан, как обычно, на первом месте в этой части, и в том числе ЛДПР тоже. Во время своего официального визита Леонид Эдуардович встретился и с главой Башкортостана, насколько я понимаю. Да, конечно. Мы все встречались, да, прошла встреча, пообщались, обменялись мнениями, в том числе по состоянию ЖКХ, по капремонту, другим вопросам проблемным. Еще раз хочу повториться, так как я курирую не один субъект, я курирую 5 субъектов на сегодняшний день, и в том числе Татарстан курировал, мне есть с чем сравнивать. И когда мы постоянно нашу республику куда-то принижаем, как-то стараемся сказать, там лучше, там лучше. Ребят, нет, везде примерно одинаково, в том числе у нас сети изношены очень серьезно. И в Казани, и в Уфе. И все это, конечно, требует огромных вложений. И я не могу сказать, что у нас хуже. У нас в некоторых сферах гораздо лучше, чем в других субъектах, честно скажу. Когда есть с чем сравнивать, ты реально живешь на земле. Поэтому есть чем гордиться на самом деле, но есть к чему стремиться. Проблем очень много в республике и в стране. Поэтому всеми этими проблемами ЛДПР, безусловно, занимается. Приходите, наши приемные открыты по всей республике, в том числе в Уфе, на Советской 18. Приходите, делитесь проблемами. У нас сейчас действует акция «Жалуйся в ЛДПР». В рамках этой акции ЛДПР берет под контроль, которая проходит у нас постоянно, в принципе, республиканская акция такая. И, собственно говоря, многим людям мы помогаем. Ничего не обещая, но стараясь сделать все. Вот не так давно, пусть это мелочь вроде бы, да, кажется, алименты помогли женщине взыскать, которая не могла, бегала за своим мужем несколько лет и не могли ничего сделать с ним. Взыскали алименты, спасли от мошенников женщину. То есть у нее похитили данные персональные, взяли на нее кредит, а так как не могли взыскать банки, они продали коллекторам. И вы понимаете, что такое коллекторы. Кстати, ЛДПР выступает за полный запрет коллекторов. То есть мы считаем, что приставы должны справляться. Также им дать процент приставам от суммы взыскания, как это было раньше, и все будет нормально. Во всяком случае, не будет таких нарушений закона в отношении жизни и здоровья даже наших граждан. Вот. И, собственно говоря, я направил запросы, это Нуримановский район был, направил запросы в Центробанк, прокуратуру, и установили, что это договор поддельный оказался, договор, соответственно, аннулирован был, и, собственно говоря, от женщины отстали. Вот. И она теперь живет спокойно. Такая вроде бы мелочь, но такая приятная. Мы понимаем, что есть много проблем, которые поднимаем и глобально, то есть такие проблемы, как переплата, например, за коммуналку. Вы знаете, что выявили переплату в размере 103 миллиардов. Леонид Эдуардович обратился в Федеральную антимонопольную службу, но, к сожалению, там сказали, что отрегулируем тарифами и так далее. То есть мы все-таки предлагаем эту сумму либо вернуть нашим гражданам, либо зачесть ее как-то. То есть это огромные деньги для тех людей, которые получают копейки, ситуация не очень, цены огромные.
Да, и, конечно, то есть так поступать с людьми нельзя. Поэтому ЛДПР всегда выступает на страже законных прав и интересов наших граждан. Уже почти 40 лет мы этим занимаемся. И принцип этот заложен как раз Владимиром Вольфовичем Жириновским. Главный принцип ЛДПР, он простой. Помогать людям. Чему мы исследуем. Ну, вот в том числе и в отношении вот этих переплат. Потом очень такая тема острая. Инфляция. Да, ну опять такой термин. Ну, собственно говоря, это обман покупателей наших. То есть где-то же у нас цены поднимают просто. И все. А здесь немножко цена может остаться той же самой. Но, например, количество продукта уменьшится. Было 150 грамм, стало 120 грамм. А цена та же самая. А человек не смотрит на вес или там на количество того или иного продукта. Ну вот с этим тоже надо бороться, если вы сталкиваетесь с такими случаями. Также обращайтесь, мы это все аккумулируем, тоже занимаемся этими проблемами. Ну и, конечно, если говорить о работе Госдумы, на этой неделе мы приняли в первом чтении закон о так называемой гаражной амнистии. Я выступал, автором законопроекта и является председатель комитета по законодательству Павел Владимирович Крашенинников и Якушев, в прошлом сенатор сейчас, то есть он секретарь Единой России. Вот. И, собственно говоря, я от комитета выступал. Законопроект продляет так называемую гаражную амнистию до 1931 года. То есть для этого, конечно, гараж должен соответствовать определенным требованиям. Это у нас первое. Должен быть капитальным, должен быть построен до введения Градкодекса в силу, то есть до 2004 года. Ну и, соответственно, не должен быть признан самовольной постройкой. То есть те, кто не успел, имеют прекрасный шанс снова обратиться и все-таки узаконить все свои постройки, в том числе землю. Потому что за период действия гаражной амнистии, собственно говоря, около 750 тысяч ею воспользовались, сэкономили деньги, время и нервы наши граждане. Ну и, конечно, разгрузили суды, органы муниципалитетов. Это тоже важный законопроект. Конечно, ЛДПР этот законопроект поддержала. Иван Константинович, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие прошли мероприятия основные в столице Башкортостана и с какими инициативами вы выступаете. Спасибо. Это не все. До свидания. Спасибо. Я думаю, что мы увидимся с вами в следующем месяце, и вы нам еще расскажете, какие инициативы у вас есть. Обязательно. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.